таких вот сценариев, архисценариев, когда вот мы говорим какую-то сказку, на самом деле это вот какой-то очень древний сюжет. Какие можно вот в наших сказках выделить, если вспомните? У нас, например, в основном как получилось, после революции или даже раньше, в колониальный период, вот все, что у нас было, все назвали фольклором, загнали в фольклористику. Вот если мы посмотрим, любые наши великие люди 20 века были фольклористами, кроме, Алихан Бөкейханов занимался фольклором, Ахмет Байтурсунов там самбок велел. Вот. Например, Ханыш Сатпаев, казалось бы, где геология, где фольклористика, да? Он был очень сильный фольклорист, он очень много дал материалов специалистам. Почему это происходило? Потому что вот все наше устное туда фольклор назвали и закинули, а фольклор это маленький кусочек на самом деле. А вот так, чтобы и они изучали, но это все-таки было достаточно непрофессионально, тем более советская идеология была такая, что у казахов ничего толком не было. Профессионально реконструкцией мифологических сюжетов первым системно занялся Серикбол Кондыбай, покойный наш великий современник. И вот у Серикбола есть очень интересные сюжеты, и если их дальше копать, например, он вывел несколько сказок со схожими сюжетами, но где-то одна деталь пропала, где-то еще он их свел, и получается сюжет о первоохотнике. Да? Эпизод Шестернак — это один из элементов, это один из эпизодов этого большого мифа. Или он говорит сказки о калеках. То есть есть такой сюжет, что парень, он, разумеется, младший брат, очень удачливый, герой, прочее, он везде все сделал, и себе, и старшим братьям неудачливым добыл жен, но его жена как бы красивее, и братья начинают ревновать, и в конце концов братья что делают? Они привязывают в косяке юрты его собственную саблю, потому что он может погибнуть, у него единственное уязвимое место — это его ноги. Это Ахиллес какой-то казахский, да. И но эти ноги ему можно срезать только его собственным оружием. И они привязывают в косяке его саблю и кричат снаружи «Атан, Атан» ночью. И он спящий пытается выбежать из юрты, и ему отрубают ноги. Там Амантай Хаджи такой. Да. Со своей тряпкой. И братья после этого забирают его жену и перекочевывают, но жена вот здесь преданная мужу, очень много сказок про предательство и жены, и дочери. Она преданная, и она успевает, она не может сопротивляться, но она для мужа закапывает какую-то еду, что-то оружие, успевает спрятать и ему сказать, что вот там-то ты возьмешь это все. И он за счет этого как-то там живет, выживает, потом он находит безрукого человека, и они начинают охотиться вместе, то есть он сидит на плечах у безрукого, и они охотятся. Потом встречают слепого, потом они похищают какую-то девушку, которая у них как младшая сестра, всегда подчеркивается, что она младшая сестра. Потом вот эта девочка нечаянно потушила огонь, не уследила, в очаге огонь потух, и она идет искать огонь. И смотрит, где-то там мелькает какой-то огонек, она туда приходит, там Жалмаус сидит. И девушка просит у ней огонь. И так говорит: хорошо, я тебе дам огонь, но сначала там, например, давай я тебе там, или я тебе в волосах там в шее поищу, как говорится, блох, либо ты мне поищи. И она у этой девушки сосет кровь из ноги. Чаще всего из ноги сосет, из пальца ноги, из колена. И потом эта девушка возвращается к себе с огнем, но ее эта старуха преследует дальше, каждый день приходит, и уже братья видят, что она вообще корсульдеса калда, такая истощенная. Только скелет, как говорится, остался, и выясняют, что происходит. Они эту старуху побеждают, несколько ее голов отрубают, и когда остается последняя голова, старуха говорит: я вас исцелю всех, оставьте меня в живых, я вас всех исцелю. И она их глотает одного за другим, исцеляет. И последний вот этот наш главный герой, Безногий, он говорит: она меня может не выплюнуть, поэтому если она меня не выплюнет, то вы ее убейте, да, и порубайте ее и найдите меня. И так оно происходит, и его в конце концов находят в косточке фаланги мизинца. А в некоторых вариантах даже уточняется, что это мизинец ноги. Потому что у казахов же все пальцы имеют разные названия. Да. И вот
такая история, и Серикбол берет несколько сказок с такими сюжетами, дополняет, он говорит, это большой сюжет. Я дальше, когда и понятно, что это мать-огонь, мифологический персонаж мать-огонь, вот это Жалмаузский эмперор. И действительно, огонь, он же все поглощает, как во время пожаров. Вот Жалмауз там, видимо, изначально это мать-огонь. И там дальше, если анализировать, конечно, это, во-первых, вылезает астральная мифология, то есть звездная мифология, потому что у некоторых народов похожие сюжеты есть, тюркских или вот соседних, и там 7 братьев куда-то ушли, и сестра их идет искать, а это Жеты Каракшы, Өркер, вот эти вот большая медведица, Плеяды. В общем, вот это вот во всех вариантах. Плюс там вылезает инициатический пласт. В общем, короче говоря, это большой-большой, но в конце концов я когда с этим сюжетом возилась, знаете, там в конце концов это вообще выходит на ближневосточную Кибелу, которая вот родилась гермафродитом, и боги боялись этого Агдистиса, Кибелу, и ее кастрировали. То есть осталась только женщина, богиня-мать Кибела, и у нее удалили и мужские органы. Она там тоже, уже будучи Кибелой, все-таки родила там сына. В общем, короче, это уходит туда. Я сначала думала, мне кажется, но там очень много доводов, деталей, которые совпадают. То есть то, что у нас осталось, ноги отрубить. Ноги и мужской член – это символика, в общем-то, одна и та же идет. И много-много деталей в казахских сказках, которые можно объяснить через тот миф. И много деталей в мифе, которые можно понять через наши сказки. Понимаете? Или Серикбол, например, взял, вот у китайцев есть Сиванму богиня Запада, хозяйка Запада, Сиванму такая с тигриным, еще с чем-то, с эликсиром бессмертия. Ученые еще до этого определили, что Сиванму, она заимствована у Хунну и Юэджи. Там был такой образ Коклен. Немножко по-другому назывался, Киглен там еще. Но Коклен – это у нас сейчас в эпосе Хобланды, это мать Кортки, то есть это теща Хобланды, вот так вот. А с другой стороны, получается такая вещь, что есть в древнегреческой мифологии Плеяды, да, девушки, у них есть мать Океанида Плеона, есть Орион, который все время гоняется за этими девушками, такой абьюзер. И так далее. Реально, Орион, он абьюзер. Его наказывали за это много раз. Вот. И Серикбол что делает? Он доказал, что просто вот и эта Плеяда, и Плеон, и Орион, это и Сиванму с охотником Хуи, и вот наша Коклен, это единый вообще когда-то был мифологический комплекс. Промиф, да? Да, какой-то промиф. И, конечно, логичнее предположить, что вот отсюда часть ушла на восток, а часть на запад. Тем более, ученые уверены, что Сиванму – это Коклен. Это не казахи доказывали, это еще до казахов в советское время было доказано. Вот, наши-то сейчас казахи все что угодно докажут. Таким образом, вот Серикбол восстанавливает это как большой, единый такой вот промиф. И вот таких сюжетов, вот он из наших сказок, наша мифология, конечно, была забыта 2000 лет назад, но вытащить все еще можно. Хонтубай мырзаның 15 томдығын айтасыз ғой.